Меня зовут доктор Мусарраф Али. Я из Индии, но живу в Лондоне и практикую там уже более 21 год. Я учился в Москве, университет Дружбы народов, потом высшее образование получил далее в Боткинской больнице, в Центральном институте усовершенствования врачей. Закончил в 1982 году и поехал в Индию, в родную страну Дели. Я создал вот эту систему, впервые создал, которая называется интегративная медицина. Я как пионер в этой области. Что значит интегративная медицина? Это значит, что современная медицина, аллопатия, мы соединяем традиционные и альтернативные медицины. Я в Боткинской больнице получил специализацию по иглотерапии и тогда же изучал диагноз по языку, иридиологии, и диагноз по ушам, по пульсам и так далее. А в Индии дальше я продолжил свое образование, тренировку у мастеров йоги, аюрведа, юнани и так далее. Я, конечно, преклонник Гиппократа. Очень изучал ее работы и Ибн Сина или Авиценна. Но эта система чуть-чуть отличается от аюрведа, потому что эта система началась в Греции, Восточной Греции, и потом Арабы ее изучал, и поэтому Ибн Сина начал эту метод дальше разрабатывать. И главное, в этом методе есть такие смыслы. Во-первых, в организме, внутри нас, каждого из нас, есть система самолечения. Допустим, мы порезали палец, да, это лечится само. И ожоги, перелом кости и даже простой грипп. Если даже ничего не делаете самостоятельно, все равно организм будет лечиться само по себе. Я верю в это. Так что нужно создавать общие условия для выздоравливания, и организм знает, как лечиться. Допустим, говорят, что если грипп будете лечить, вы выздоравливаете в течение 7 дней. Если не будете лечить, то выздоравливаете в течение недели. Это одно и то же. Но каким образом это делают? Вот Гиппократ создал систему региментального лечения. Вот, допустим, римский спа или греческий спа, где с помощью воды они лечили, но туда они приходили на массаж, делали упражнения, плавали и ходили там в сауну и так далее. И это выздоровительный способ, это помогает силу самолечения. В этом есть основа. Как я это сам лично делаю? У меня есть диета определенная. Смысл диеты то, что приносит вред организму, это надо исключить. Большое количество кислотности, кислые продукты, там цитрусовые, белое вино и так далее. Потому что когда у нас бывает большое количество кислотности в желудке, тогда печени и желчной системе будет большая нагрузка, потому что должно быть какой-то баланс между кислотностью и щелочью. Поэтому, если будет кислотность большая, тогда пищеварение не будет происходить спокойно, потому что нет столько желчи. Организм выделяет литр 200 миллилитров желчь в течение суток. А если у вас кислотность большая будет, такой большой стакан
апельсиновый сок, 2-3 сок такой, стаканов пили, потом еще мандарин, еще там ананас, еще уксусовые всякие дела, потом перец очень горячий, потом много орехи, потому что орехи это хорошо, но никто не жевает это хорошо, потому что желудку приходится все измельчать, прежде чем провести пищеварение. Поэтому люди быстро едят очень, нет времени, и быстро. Но как это возможно? Потому что желудок это же не мусорный ящик, куда можно все бросать и пускай желудок делает то, что хочет. Это невозможно так. Поэтому надо медленно есть, мало белое вино, всякие кислые. Тогда пищеварение пройдет хорошо. И вовремя это пищевое масло уйдет в двенадцатиперстный кишечник и тонкий кишечник, и тогда дальше пойдет пищеварение. Так что я большое внимание даю на кислотность, желудка именно. Я не говорю о кислотной и солнечной балансе, это другое дело. Во-вторых, чтобы усваиваемость была лучше. Для этого нужно, чтобы ферменты работали хорошо, не надо много жирных есть, не надо много алкоголь принимать, это мешает. Чтобы стол был хороший, воду надо пить, у кого трудности, можно свекла, и шпинат, и большое количество воды, и инжир, вот такие вещи есть, чтобы свободно было. Если нет, утром встанете, 2 стакана воды, и вот такое упражнение делайте. До еда, и потом тяните живот. Вот так 5 или 6 раз делайте, по 5-6 раз. Такой это. Немножко надо массаж делать, оливковым маслом, чтобы кишечник, да, всю ночь кишечник спал, утром ее оживлять надо. Вот так массаж. Делайте, и стул будет хороший. Это и есть питательное. Конечно, соки надо пить, и всякие травяные чай. Это по моему веб-сайту вы увидите. Но второе, это массаж. Массаж – это очень важное мое лечение. Конечно, общий массаж есть. Есть массаж марма. Это точный массаж. Это древнеиндийский. Вот при карате, при martial art, когда люди куда-нибудь ударят, тогда рука парализуется. Есть антидотные точки, с помощью которых стимулируется и сразу появится сила. Вот это древний индийский, 4000 лет назад. Они делали систему марма. Это оживляет, это дает энергию. Так что это не простой массаж, шведский массаж или еще что-то. Да? Это есть искусство.